Сағыл Фатиме бөлі хаберлерінен бізні таныш еттің. Дини вақиялар бізім аятымызда мұйым ерні ала, чүнке бізім тіліміз, диніміз, тарихымыз бардыр. Қырым татар халқы ве бұнен біз ғұрурланамыз, ондан да ғайры бізім медениетіміз бар. Evet, medeniyetimiz var, hep inkişaf ete, çalışa ve dostlar endi aytqаны gibi bizde bugün bir çok misafirler sizni bekley ve endi biz 3. bölüm misafirlerini kabul ettik ve endi suhbatga de keçmege hazırmız. Demek dostlar, bugün bizim studiyamızda Kırım Akademik Müzikal Teatrının baş dirijörü Elmira Hanım Muhterem ve Kırım Akademik Müzikal Teatrının solistkası Emilia Hanım Mehmetova bulunalar. Hoş geldiniz. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sabadan keyfiniz nasıl? Pek yaxşı. Aslında sabahınız neden başlana? Эмилия Ханым, бuyurunuz. Ну, я всегда стараюсь утро начать с хорошего настроения, потому что как утро начнется, так пройдет весь день. И у нас такая профессия, что мы должны нести людям радость, позитив, поэтому в себе это нужно постоянно наращивать. Ямына яхшы кейф olması için neni yapmağa gerekmiz? Sizince? Улыбнуться, подумать о хорошем. Ну, Эльмира Ханым, sizin sabahınız nasıl başladı? Да, селям алейкум. Сабашишин Скайрлоусон. Доброе утро всем. Утро начинается с чашечки кофе, у меня, как всегда. Вот. И, конечно, подумать о дне, какие репетиции, какие спектакли, это тут же сразу выстреливает в голове. Вот. Всегда стараюсь быть в настроении и в настрое. Даже если что-то эмоционально происходит не так, потому что мы все творческие люди, но я знаю, что я прихожу в коллектив, я всегда с улыбкой должна встать за пульт, потому что за мной люди, и не показывать никаких эмоций, какой-то негатив, только хорошее настроение, только позитив, настроить их, настроить. А как настраиваетесь на работу? С утра думают. Знаете, вообще творческие люди очень эмоциональные. И внутри не можешь совладеть собой, как будто бы, да? Выходя на сцену, вот за кулисами, очень волнуешься. Я не знаю такого музыканта, чтобы выходил и не волновался. Ну, вот сколько мы в театре, я уже достаточное количество времени работаю, я знаю, что за кулисами солисты, будь то хор, балет, сначала молитва, вот я даже, знаете, вот такое у меня есть, вот прослеживаю, сначала молитва, только потом выходят, то есть волнение присутствует, конечно, это без этого никак, но вот недавно у нас был сольный концерт с оркестром, волновалась за кулисами, страшно. Думаю, ну как же все будет, как все пройдет, как вот все. Выходишь на сцену, и куда оно все девается? Вот сразу аплодисменты, какая-то пошла энергетика от зрителей. И себя берешь в руки и думаешь только о творчестве, да, думаешь, вот сейчас поставленные задачи, я должна то сделать, я должна вот музыкантов настроить своим взглядом, видом, там все. Ну, то есть есть такие моменты, знаете, как аутотренинг. Вот постоянно над собой работаешь. Вот должна так, должна, вот все, чтобы ничего не заметно, чтобы все получилось, чтобы все... Потому что, ну, без этого никак. Вот сколько работаем, столько и учимся сами. Не только там, допустим, проводим репетицию и рассказываем, но ты должен, и сам от них тоже учишься, очень многому. Конечно. Я еще хотела добавить, что сцена всегда лечит. Там разные бывают жизненные ситуации, болеешь, там, да, температура и так далее. Но выходишь на сцену, как ни в чем не бывало всегда. А лечит ли она охрипший голос? Вы знаете, да, бывает. То есть, возможно, даже есть какие-то упражнения, да, может быть, вот для вокала, которые как-то помогают? Ну, может быть, ну или идет какая-то особая концентрация, и всегда... Вы знаете, вот хочу добавить, Эмилия действительно права. У нас было и бывают случаи, вот выходит актер 40 температура, вот бывает такое, но должен сыграть роль, должен себя собрать и
прихожу к тому, что вот как человек настроен, вот как ты себя настроишь, ведь болезни это тоже, если энергетически ты разрушен внутри, да, допустим, и к тебе болезнь быстрее липнет, так, если так можно сказать. Вот. Настрой, все, и ты как будто бы вот как огурчик. Буквально недавно у нас прошел мюзикл новогодний «Золушка». Это была у нас новая работа, премьера, там мы отработали все. И актриса, ну действительно, 38,8, вот 39 почти температура. Все, мы не знали, что делать. Она одна осталась на роли, потому что одновременно люди, у нас актеры уехали на гастроли в Москву. Вот, эта девочка, в общем-то, но вот она говорит, не представляете, а у нее это тоже была премьера, это наша новенькая актриса, она студентка еще, студентка 2-го курса, только-только начинает свое творчество, она говорит, когда актеры вот давали мастер-классы и рассказывали, что выходишь из сцены лечит, я не верила. А говорит, когда сама вышла с такой высокой температурой, выхожу, у меня ничего нет, я хочу играть, я увидела зрителя, и как вот настроишь себя? А ведь не зря говорят, если есть любимая работа, значит, ты не проработаешь ни одного дня в своей жизни. То есть ты всегда занимаешься любимым делом. И вот вы у нас действительно представители творческой профессии, и у каждого творческого человека должна быть муза, свое вдохновение. Чем вдохновляетесь? Ну, я не знаю, я просто очень люблю свою профессию. Я, вот как вы сказали, я превратила свое хобби в работу. И, можно так сказать... Также наоборот, работу в хобби, да, в любимое дело. Поэтому, не знаю, это до глубины души мое. Я прихожу, я отдыхаю, я получаю удовольствие. А вот помимо музыки увлекаетесь чем-нибудь? Ну, я люблю читать, я люблю психологию. Но все же книги, значит, вдохновляют и даже в некоторой степени помогают. Да, обязательно. Какие книги предпочитаете? Ну, я люблю связанных с психологией, смотрю всякие тренинги и художественную литературу. Мирахана. Вот я хочу сказать об Эмилии, да, несколько слов. Почему? Потому что она пришла в театр 4 года, да? 4-й год. 4-й год. В общем-то, не сказать, что это уже, ну, допустим, большой срок, но насколько очень позитивный такой человек, с ней общаешься, успокаиваешься. Вот умиротворение какое-то. А на сцене я сама влюбляюсь в этого человека. В общем, у нас есть мюзикл «Дубровский», где она в главной роли. Это просто вот что-то с чем-то, да? Не потому что вот я сейчас хвалю, допустим, недавно на концерте тоже, да, исполнила 2 произведения. Зритель просто очень восторженный ею. То есть это профессионал своего дела действительно и несет вот доброту какую-то. Вот Вы доброту. можете сказать, что вы вдохновляетесь, слушая? Очень. Я сейчас не зря об этом говорю. Я поэтому, вот знаете, когда, как вам сказать, вот исполнитель, и я как дирижер, да, вот исполняет, и я этим зажигаюсь. От такого исполнения я стою, я по-другому дирижирую, я по-другому начинаю, знаете, вот воспринимать ту же музыку. Вот говорят, что от исполнителя много зависит. Одно и то же произведение можно исполнить по-разному. Можно произведение испортить. Можно. А можно так исполнить, ну, то есть, вот я же говорю, если с Эмилией у нас вот какой-то происходит такой творческий контакт, что душевно, по-доброму, и номера, то есть люди очень довольны, очень. Пользуясь случаем, можно вас попросить какую-нибудь часть последней вашей исполнения? Это было неожиданно. И дня было настроение. Верочка, может, вместе что-нибудь исполним? А что? Нет. А что, классическое, может? Можно. Или, может, давайте в конце передачи, а сейчас пока... Давайте напоследок, да, это будет как пожелание, такая музыкальная нотка. Можно еще добавить, что, ну вот, к Эльмире Феизовне, я вот работаю уже 4-й год в театре, очень люблю свою работу, очень люблю свой коллектив, он у нас дружный.
Вот. На моем счету несколько главных ролей. Вот недавно мы ездили на фестиваль в Москву, повезли туда рок-оперу «Стена плача». Вот. Московские критики на высоком уровне нас оценили, да. Вот мюзикл «Дубровский» тоже, да, у нас сколько он гран-при получил на нескольких Очень фестивалях. много грамот, Да. и в апреле месяце мы едем с этим мюзиклом. Нас пригласили на «Золотую В маску». Москву это самая То есть, да. престижная премия, ну, России, получается. В каких фестивалях еще принимаете участие? Ну, Ялта, Чехов. Какие города посещаете, какие страны посещаете? Ну, на данный момент мы только где мы были? Ну, у нас очень много, Тула. много гастролей по Крыму, Да. но сейчас вот начали мы выход на Россию. В Москве были несколько раз. За последние вот полгода. Да. Вот, в Краснодаре. Ну, потихоньку уже выезжаем так за пределы Крыма. Чем отличается крымский зритель от московского, ну, вот, на материке, которые живут? Вы знаете, вот нельзя, наверное, так сказать, как вот зритель отличается в той или иной стране, куда бы мы ни ездили. Если ты хорошо исполняешь, хорошо делаешь свое дело, хорошо слаженно играет оркестр, любой зритель, будь то здесь, в Крыму, там вот в Москву мы ездили, все, воспринимают очень, и зрителя невозможно обмануть. А если нет никакого исполнения, нет отношения к этому достойного, нет, допустим, оркестр где-то будет там что-то своей партии исполнять каким-то недолжным уровнем, там, да, допустим, это сразу все слышно, и зритель тоже воспринимает по-другому. На самом деле, вот московский зритель последний раз, когда вот «Стену плача» мы повезли, он нас минут 15 не отпускал. Там были знакомые, которые приводили своих студентов, они говорят, просто плакали. И да, ну, очень затронуло. Ну, то есть На настоящая удивление. игра, да, актеров, Да. она вызывает самые разные чувства. Конечно. Эмилия Ханум, скажите, пожалуйста, что у нас ожидает крымских телезрителей и какие ваши планы? Ну, у с папой есть дуэт, который мы все никак, Презентовать. да, не никак не можем пока презентовать, но он очень красивый. Это написал нам Дипага Бахчисарайлы. Бахчисарайлы, да. То есть будет на крымско-татарском На языке. крымско-татарском языке, да, Ватан ой, нет, не Ватан, гимн любви, так переведу. Вот, очень красивая песня. Когда вообще вот примерно хотя бы ожидать премьеру? Ну, я думаю, в этом году обязательно мы с папой ее вам исполним. Вот. А в ближайшее время наш театр, мы сейчас работаем над постановкой рок-оперы «Орфей Эвридика», вот, где я тоже в роли Эвридики. Главная роль. Да, ну, надеюсь, что он тоже займет место в сердцах наших зрителей. Конечно, мы тоже на это надеемся, Да. будем ждать выступлений, премьер, конечно же, с удовольствием. Эмилия Ханум, вот такой Вот, вопрос. Как вы решили стать дирижером? Когда вы пришли к этому решению? Что повлияло на это? Вы знаете, мой путь вот в театре как-то так сложился. Я закончила консерваторию, приехала в театр, и с тех пор вот это мое одно рабочее место. Ну, как бы я много лет уже в театре, начинала артисткой хора, потом меня поставили хормейстером с актерами, занималась с артистами хора. Дальше я была главным хормейстером, уже прибавились еще и солисты. Работала со всей труппой. Потом я была дирижером. Поставили, вот такая лестница у меня получилась. Это В апреле. спонтанно как-то получилось? Либо вы сами хотели все-таки этого? Ну, знаете, как вам сказать, у нас, во-первых, главный режиссер Владимир Косов и директор театра Сергей Филиппов. Настолько люди в творчестве, вот они тоже, вот, допустим, Владимир Косов,
И когда я проводила репетиции с хором, с солистами, он все это видел. Там вот, как я провожу, как я с ними там занимаюсь, как я распеваю, всю репетицию, все. И был такой вопрос однажды: а ты смогла бы встать за пульт дирижерский? Я что-то на него посмотрела, а я об этом как-то не задумывалась. Я говорю, это что-то, знаете, вы такое мне сейчас, а надо подумать. Вот, и где-то, наверное, месяца два спонтанное у него, увидев мои репетиции. И месяца два я, наверное, вот это обдумывала все, как это все будет. Знаете, мы же привыкли, дирижеры мужчины, ну, как бы видеть за пультом. Женщин очень редко. И тем более, ну, в Крыму вообще, наверное, одна женщина-дирижер. И для меня это было, как же посмотрят, а как музыканты воспримут. Ну, какой-то был вот даже больше психологический момент. По творчеству я знала, что я все равно сделаю, я буду заниматься, за меня не будет стыдно. Я знаю, что у меня вот трепетное вот это отношение, какое-то серьезное чересчур. Вот. Но как бы как раз была постановка «Ханумы», это грузинская, и что-то... Да, это первая была постановка, в общем-то, где-то ритмы, где-то сопоставлены немножко с нашими, да, вот. Там такие ломаные 7/8, 9/8, 5/8, ну, это ритмы уже музыкальным языком. Действительно, вы сказали, что нужно работать над собой и сделать работу так, чтобы тобой потом гордились и не было за это стыдно. Действительно гордимся, Сагулну, за то, что вы делаете. И вот все же в конце мы хотим такому небольшому подарку для наших телезрителей. А как, на крымско-татарском или на что-нибудь из классики? Конечно, было бы хорошо на крымско-татарском. Ну, давайте, может, тогда нашу всеми любимую песню, может, «Гузель Крым»? Да. Давайте. Мир. Все вместе. Все Мы, вместе. конечно, постараемся, Гульчан, но... Buyurun. Aluştadan esken yerler yüzüme vurdu. Balağın ot gölge koz yaşı toştu. Yaşlıma doyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel Kıvrım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlıma doyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Çok sağ olun. Güzel. Emiliya Hanım, Elmira Hanım, gerçekten de pek güzel bir yerdir ve acayip seslerinin sahibidir. Siz olacaksınız, evet, ve olasınız endi. Evet, saygılı dostlar, bilesiniz mi, böyle yanında oturganda bu yerini eşitkende gerçekten de böyle pek güzel teessüratlar var. Titremege başlaydı. Demek biz böyle bu duygularını sezip bildik ve biz de sizlerge böyle insanlarla tanış etemiz. Siz de bu teatrımızga barınız, seyir etiniz çünkü önemli olacak. Böyle acayip insanların icadıyla siz tanış olacaksınız. Medeniyetimiz hep ilerley. Keliniz nöbetteki böyle rubrikamızı seyretiniz.